если у нас сложный какой-то ландшафт, карты, то дистанция сокращается, иначе будут бегать очень долго. А дисциплину нужно сохранять. Вот middle есть, там его бегают 35 минут, 40 минут, это максимум. А длинную дистанцию бегают 1,5 часа. И в зависимости от местности планируют дистанцию так, чтобы победитель как раз пробегал за это время. Вот. Давайте посмотрим. Надо переключить язык. У нас в основном просто, наверное, ставятся как раз спринты, мне кажется, в лесу, и классика у нас обычно так бывает всегда. Ну, в лесу у вас проводят спринты, потому что у вас нет городских карт. Ну да. Я думаю, так. Ну, здравствуйте, Юрий Владимирович, с проездом. Вот. Не знаю, может быть, вы смотрели, ну, посмотрим. Чемпионат мира. Спринт соседа. Ну, может быть, видели подобное. Мы будем перематывать все не будем смотреть. Просто... Это эстафета? Да, это спринт-эстафета. Сколько команд? Команд, вот тут в самом начале будет показывать список участников. Ну, это вот чемпионат мира. Сколько вот стран приедет, столько вот команд. Сейчас попробуем. У нас номер 5 команды. Соответственно, это по рейтингу международному берутся стартовый протокол. 30, Корея, Япония, Китай. 33 команды. 33 команды, да. Соответственно, в команде 4 человека. Первый этап бежит девушка, второй, третий этап мужской и четвертый, заключительный, тоже девушка. Смешанная эстафета. Да, смешанная эстафета. Вот Анастасия Рудная, наш первый этап. Наша команда. Вот Это взрослая? Да, да, конечно. А все такие юные? Да. Или мне кажется, ну, Спорт совсем продлевает ничего. жизнь. Совсем-то молодые стоят. Да, да. Это соревнования были в 2018 году. Рига, Латвия. Недалеко от Санкт-Петербурга, поэтому нам было удобно тренироваться и готовиться к этим соревнованиям. Так проходит старт, все участники убегают. Соответственно, у них карта с рассеиванием. То есть они сейчас убегают, но у них отличается чуть-чуть дистанция. То есть там нельзя бежать за кем-то первым и все время как паровозить, преследовать его. То есть нужно быть в карте, читать карту и они там так получается, что если у тебя совпадает, да, если совпадает один пункт, то следующий может не совпасть. Поэтому, то есть, да, у всех отличается. Отличия небольшие. Специально сделано, чтобы не паровозить, потому что часто на соревнованиях паровозят обычно, поэтому бывает, встречаются. Они показывают сейчас как раз, как проходит дистанция. Вот тут рассеивание, то есть оно отличается, вот здесь рассеивание. И, соответственно, если в вашей команде первый этап побежит на этот пункт, то уже второй этап побежит на другой пункт. С трекерами бежали? Да, конечно. Все? Все бегут. Все с трекерами? Да. На чемпионате мира все команды бегут с трекером. Ну вот на эстафетах. Хорошо. А на России? В России Лидеры? тоже трекеры используются. Ну, лидеры, да? Да, лидеров, поэтому некоторые участники оказываются без трекеров. Но это в зависимости тоже от организаторов, какие у них есть девайсы, есть ли у них трекеры. Так это они за сколько пробежали вот эту? Сейчас они еще бегут, ну, примерно по 15-минутный этап. То есть дистанцию планируют так, чтобы это было не на 10 дней, а довольно Скоротечная короткое. должна быть. Она должна быть быстрой, динамичной.
И в это время уже там машин ничего не должно быть, да? Ничего не мешает. Они, естественно, пытаются как-то обезопасить время соревнований. Но местные жители живут обычной жизнью. То есть там никто ничего не перекрывает, так что полностью. Машины могут ездить, но, естественно, останавливают машины, говорят, что вот тут проходит соревнования, таблички везде, то есть как-то так. Вот, соответственно, они бегут с трекерами, и видно, Это получается с ней рядом кто-то бежит. да, камерамен с ней бегает. Ну, Россия Там специальные ребята. Вперед забегает. Да, те ребята, которые бегают с камерами, они очень сильные, потому что они могут за день там 40 километров набегать за всеми. Вот, соответственно, Анастасия Рудная, наша этапчица. Вот, значит, следить за ними сейчас стало очень удобно, трансляции здорово показывают. На дистанции прям за человеком бегают, показывают с квадрокоптера, показывают на картах GPS-трекеры, поэтому в современном ориентировании, если ты чуть-чуть хотя бы понимаешь, то можно следить прям здорово. А если дождь? Разницы нет, Саша. Да, так сказать, при любых погодных Видите, условиях. без контакта. Бесконтактная, бесконтакт, да. бесконтактная отметка. Да. Удобно. Сейчас уже у нас практически везде бесконтактная отметка. Кстати говоря, я был в Китае, китайцы придумали свою бесконтактную отметку. Китайскую, да? Да, китайская, но она работает нормально, да. Так что, Надо мотать на ус. да. Как правило, поначалу у китайцев все дешевле. Да, дешевле, это точно. Давайте перемотаем. Соответственно, у них еще будет смотровой КП.